126 человек отправлены из Таджикистана в Великобританию на заработки. Глава КЧС Таджикистана отказался от комментариев по поводу гибели Абубакра Саидзода. Скончался известный таджикский юрист Джунайд Ибодов. Генпрокурор России озабочен участием граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников на Украине. В этом году на работу в Великобританию из Таджикистана отправлено 126 человек. Об этом на пресс-конференции 26 июля сообщила министр труда, миграции и занятости Ширин Амонзода. По ее словам, еще 200 человек ожидают получения британских виз. Она сообщила, что граждане Таджикистана в Великобритании в основном будут заняты на сезонных работах в теплицах. В настоящее время 90% мигрантов едут на заработки в России, 5% в Казахстан. Ранее Минтруда сообщала, что британская компания пригласила граждан Таджикистана на сезонные работы. Около 1000 человек подали заявки, однако экзамен на знание английского языка, одно из обязательных условий, прошли всего 250 человек. Сообщалось, что стоимость поездки в Великобританию желающие будут оплачивать сами, и для этого им потребуется от 1000 до 1500 долларов. Требование компании одно – знание английского языка на уровне общения. В Великобритании они работают до 8 часов в день и зарабатывают до 12 долларов в час. В месяц будут зарабатывать около 1500-2000 фунтов стерлингов. Срок трудового договора составляет 6 месяцев. После 6 месяцев таджикский мигрант должен вернуться домой, сообщало ведомство. Глава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Рустам Назарзодан не стал комментировать гибель руководителя Кулябского зонального отделения ведомства Абубакра Саидзода. Ранее сообщалось, что Саидзода скончался в больнице в результате травм, полученных во время конфликта на Хлопковом поле. Генпрокуратура Таджикистана версию об избиении не подтвердила. Глава КЧС Рустам Назарзодан назвал смерть главы КЧС в Кулябской зоне большой утратой, но заявил, что ничего не может сказать по поводу произошедшего в Дангаре инцидента. Рустам Назарзода отметил, что Абубакр Саидзода более 25 лет работал в структуре КЧС и был одним из лучших местных руководителей ведомства. Гибель главы КЧС в Кулябской зоне никак не связана с его работой. Все произошло в нерабочее время, когда он находился по своим личным делам на Хлопковом поле, заявил Назарзода. А ранее радио Зоди сообщало, что Саидзода скончался в больнице в результате травм, полученных во время конфликта на Хлопковом поле. У него было сильное кровотечение изо рта и носа, скорее всего, удары пришлись на печень или сердце. Сегодня в Душанбе в возрасте 74 лет скончался Джунайд Ибодов, известный таджикский юрист. В социальных сетях пользователи выражают соболезнования его семье, супруге, общественному деятелю, юристу и правозащитнику Нихол Бабаназаровой и дочери Парвине Ибодовой. Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Похороны Ибодова состоялись сегодня в 17:30 в центральной мечети села Санктуда Дангаринского района. Джунайд Ибодов был одним из тех немногих видных юристов, которые принимали участие в разрешении сложных судебных дел. Большинство из них были связаны с защитой прав человека и свободой печати и журналистики. На встрече сегодня в Душанбе с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном его российский коллега Игорь Краснов заявил, что привлечение наемников и накачка оружием Украины представляет собой крайне опасную угрозу для стран СНГ. В настоящее время в СНГ входят 9 больших союзных республик. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Как сообщает Российское государственное федеральное информационное агентство ТАСС, Краснов заявил на встрече с Юсуфом Рахмоном буквально следующее. В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств. По словам Краснова, для устранения этих угроз странам СНГ и правоохранительным органам нужно актуализировать схемы взаимодействия в соответствии с требованиями времени. Непонятно, что имеет в виду Краснов и какова была реакция таджикской стороны на это предложение, поскольку подробности встречи и переговоров прокуроров в официальной прессе двух стран не публиковались.
С начала войны России против Украины, то есть с 24 февраля, власти Таджикистана не раз публично не выражали свою позицию по этому поводу. И только аналитики и обозреватели предполагают, что эта война не приветствуется политическим руководством Таджикистана. Судя по разнообразным сообщениям СМИ, за последние полгода достоянием общественности стало участие таджиков в боевых действиях как на стороне Украины, так и на стороне России.